Наиболее эффективное средство массового информационного воздействия на молодежь – это интернет, отмечают собравшиеся. Благодаря анонимной коммуникации и простоте в использовании, глобальная сеть стала очень популярной для этих целей. 17 лет один класс варс. Суган ваш хана ВКонтакте мотиге экстремистский игрушки флагер с надпись латер. Тиглайк отойцу. Аз лайк мотинги хайшин автоматически репост хайутсус. Одноклассники сынны. Аз мэнги хай пхшохяни аз был арвян шалаш кида цепой халгаус. Фател че пхшал отлайки. Пропаганда экстремизм терроризм цетей вахтич. Каша чулул. Цадял قهيتم خدق خراء زعنك خلراء بريتش خيان تنسخلراء دوق حما فاكت غوت باتر داشين وارا سوديا وغاش ترافتي عليها قرصنس حتى سفال غيرت شترافتي خايتسن وجي استوري بيهيتسن تحاز حكم بالخودي قشح بالخودي وجي ستيع مخلراء جان والج واتس. Старшие уверены, что особенно важно проводить такие мероприятия среди молодежи, так как именно она больше всего подвержена негативному влиянию. Знание собственных прав и свобод будет способствовать развитию молодого поколения, чувства уважения к другим лицам. Ахмед Дидигов считает, что молодежь нужно чем-то занять, чтобы отгородить от негативного влияния. Также необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. Важнейшая и главенствующая задача властей всех уровней заключается в том, чтобы создать определенные площадки профилактики, в том числе и в образовательной среде, и в молодежной среде, совершенствовать институты, в том числе семьи. И считаю, что в этом направлении новый созыв нашего парламента будет уверенно, активно работать и создавать эти условия. Молодежь в зале все это время внимательно слушает все, что им говорят. И по итогу встречи ребята делают свои выводы. أرغ مثلا ده إنفورماتيز بقت أنجا دوخة تصور لايك استعمال أوتان كم تعمل يا شخانة вот цохама бус сглорбиш бахта бус сгакер сглорбиш хамдес. Цель таких собраний – это формирование в молодежной среде правильного мировоззрения. Они должны быть основаны на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. Микаил Тангиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.